Хайырлы күн, қадірки сенді, добрый день, уважаемые абитуриенты, их родители, те, кто интересуется вопросами поступления на факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики. Мы вас приветствуем. Всем пожелания новогодние, чтобы были здоровы, счастливы в наступающем году. Мы хотим ознакомить вас с направлениями, вообще с жизнью на нашем факультете. Название факультета я уже озвучила. Факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики. Хотя и название факультета у нас звучит как факультет национальной башкирской филологии. Это не означает, что тут обучают дисциплинам на башкирском языке. Естественно, у нас есть направление, касаемое башкирского отделения. Тем не менее, все дисциплины у нас ведутся на русском языке. Вы видите, вот это небольшая часть преподавательского состава. На факультете есть 4 кафедры. Это кафедра востоковедения башкирского языкознания, башкирской литературы, фольклора и культуры, русской и сопоставительной филологии и журналистики. Как я уже говорила, к нам поступают студенты из разных субъектов Российской Федерации, из ближнего, дальнего зарубежья. И представители разных стран у нас насчитывается более 10. Это представители Конго, Китая, Ирана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и больше десятка субъектов Российской Федерации. Вот вы видите фотографии наших студентов, которые представляют свои национальности. Все спрашивают, есть ли у Башкирского государственного университета свое общежитие? Конечно, есть. Тем более в этом году построено новое общежитие на более чем 560 мест. Мы обеспечиваем студентов общежитием. И наши студенты охотно принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах. Вот мы сегодня только получили известие о том, что наша студентка нашего факультета удостоена серебряной медали Международной олимпиады студентов. Это большая честь для нас. Наши студенты выезжают за пределы Республики Башкортостан, университет нас поддерживает, и мы принимаем самое активное участие во всех мероприятиях. Студенты имеют право независимо от отделения принимать участие в различных фестивалях, конкурсах и грантах. Ну, как и во всех факультетах, институтах, которые есть на базе Башкирского государственного университета, у нас на факультете реализуется многоступенчатое образование. Есть уровень бакалавриата, есть уровень магистратуры и аспирантуры. Есть у нас и своя аспирантура. То есть никуда не надо выезжать по окончанию учебы. Можно здесь же оставаться и продолжить обучение. Вот обратите, пожалуйста, внимание на минимальные баллы ЕГЭ. На предстоящий учебный год приемная комиссия установила следующие минимальные баллы: по русскому языку 40 баллов, по обществознанию 45, по истории 35 и по географии 40. Но это, естественно, не означает, что абитуриент, набравший 40 баллов по русскому языку, именно поступит на наш факультет. Нет, конечно. У нас обучаются в основном высокобальники, так называемые. Средний балл ЕГЭ в прошлом учебном году составил по факультету 78 баллов, а на отделении востоковедения не менее 83 баллов. Указаны минимальные баллы, которые дают право абитуриенту сдавать свои документы для поступления на наш факультет. Вот, пожалуйста, бюджетные места на направлении востоковедения африканистика. Это одно из самых таких актуальных, востребованных направлений. Выделено 8 бюджетных мест и определены вступительные испытания по 3 предметам. Первый – это русский язык, второй предмет – это история, а вот третий предмет вы можете выбрать сами. Допустим, кто сдал обществознание, тоже могут подавать документы, или же по географии.
Или если у вас есть 2 результата ЕГЭ по обществознанию, по географии, вы можете выбрать самое большее количество баллов по ЕГЭ. Сами можете выбрать дисциплину. Второе направление – это педагогическое образование с 2 профилями. Тут, естественно, нужно знание, извините, пожалуйста, знание башкирского языка и литературы. Здесь выделены 14 бюджетных мест. Предметы определены: русский язык, обществознание и башкирский язык. Башкирский язык сдаем здесь, в университете, в виде тестирования. Есть очная и заочная форма обучения. А на направлении востоковедения африканистика мы принимаем только на очной основе, потому что языки изучать на расстоянии практически невозможно. Третье, тоже самое актуальное направление – это журналистика. Уважаемые абитуриенты и их родители, обратите, пожалуйста, внимание, что на следующий учебный год у нас выделены бюджетные места. 8 бюджетных мест специально выделены для абитуриентов, которые владеют башкирским языком и которые будут связывать свою будущую деятельность, профессиональную деятельность именно со средствами массовой информации на башкирском языке. 8 бюджетных мест. И собеседование по журналистике, которое выбрано 3-м предметом в перечне вступительных испытаний, вы можете пройти на башкирском языке. Это даже желательно. Производство продукции телерадиовещательных средств массовой информации, вот на этот профиль могут поступать все желающие, независимо от того, владеют ли они башкирским языком или нет. 7 мест. И третий профиль – журналистика с углубленным изучением восточных языков. Мы в этом году впервые ввели данный профиль. Там бюджетных мест нет, но тем не менее думаем, что от абитуриентов, которые хотят стать журналистом не будет отбоя, потому что это очень востребованный профиль. Мы предлагаем в качестве восточных языков по желанию абитуриентов, по желанию первокурсников предложим или китайский язык, японский, корейский или турецкий языки. Хотят арабский изучать, пожалуйста. Будем нацеливаться на желание абитуриентов. Четвертое направление, которое реализуется на базе нашего факультета, это филология. Вот посмотрите, пожалуйста, башкирский язык, литература, переводоведение. Имеется в виду перевод с русского на башкирский, с башкирского на русский языки, с русского на английский и с русского на восточные языки. С учетом того, что у нас республика многоязычная, полиязычная, этот профиль обычно пользуется актуальностью. 11 бюджетных мест. Второй профиль – это прикладная филология. Мы готовим специалистов по туризму, экскурсоводов, гидов-переводчиков со знанием английского и со знанием восточных языков. Тут уже нужны результаты ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а вот по культуре Башкортостана и английскому языку это все вместе. Вы будете сдавать тест здесь, в Башкирском государственном университете. Отечественная филология, башкирская язык, литература, русский язык, литература – это тоже одно из востребованных направлений. Мы принимаем только на заочную форму обучения. Вот целевые места. Многие спрашивают, что это же такое? Целевики, они поступают по особой квоте, скажем, не по основному конкурсу. У них есть свой конкурс. Вот целевые места мы сейчас покажем вам, сколько целевых мест у нас предусмотрено. Вы заключаете договора с федеральными государственными органами или органами государственной власти нашей республики, органами местного самоуправления, унитарными предприятиями и так и далее. И вы поступаете на эти целевые места. Конечно, по окончанию учебы вы должны вернуться, откуда вас направили, куда вас направили. Ну, абитуриенты теперь очень охотно пользуются этой возможностью. Кроме бюджетных мест, вы уже увидели, что у нас есть места на платной основе, на коммерческой основе.
цены остаются в Башкирском государственном университете на уровне уже 3 лет, скажем. Мы уже в течение 3 лет не меняем стоимость обучения. На бакалавриате это 110 тысяч, очная форма обучения, на заочном от 35 тысяч. Но имейте в виду, пожалуйста, что плату за обучение вы можете внести даже ежемесячно. При поступлении вы безоговорочно оплачиваете 25% от стоимости, далее уже можно делить на несколько частей. Магистратура, стоимость 117 тысяч на дневном отделении и на заочном отделении от 58 тысяч идет. Вот снижение стоимости обучения. Часто задают вопрос, что же это такое? Если вы набрали по среднему баллу ЕГЭ от 67 до 69,99,9 баллов, вам начисляется 5% скидки. Если вы набрали от 70 до 80, скажем, у вас будет накапливаться скидка 10%, от 70, тут у нас что-то надо менять, наверное, от 80 до 100 баллов получается 15% скидка. Это очень даже хорошая, скидочка идет, чем пользуются наши студенты, абитуриенты. И есть дополнительные баллы за индивидуальное достижение. Что это такое? Если вы принимаете участие и становитесь победителями олимпиад, конкурсов различных, которые проводятся на базе именно Башкирского государственного университета, вы можете за это получить дополнительные баллы. Они начисляются до 10 баллов, от 1 до 10. Но это очень хорошая возможность, потому что при поступлении имеет место каждый балл, хоть 1 балл может решить судьбу абитуриента. Поэтому принимайте активное участие в наших конкурсах. Вот перечень конкурсов, олимпиад по башкирскому языку и литературе. Некоторые уже прошли, вы уже успели, наверное, получить дипломы, грамоты, сертификаты. Вот предстоит Северо-Восточная олимпиада школьников по филологии, которая включена во всероссийский перечень олимпиад. Там вы вообще можете набрать сразу 100 баллов или поступить вообще без вступительного испытания по данному направлению. Есть республиканская дистанционная олимпиада, конкурсы сочинений и прочие. От конкурса олимпиады по востоковедению. Вы, наверное, в курсе, что мы запустили бесплатные языковые курсы по китайскому, корейскому, турецкому, арабскому языкам. Наверное, уже принимаете участие. Мы в неделю проводим несколько занятий, обычно по выходным, когда и вы свободны. Предстоит у нас Республиканский фестиваль восточной культуры и поэзии. Ежегодно мы проводим международную дистанционную олимпиаду как по тюркским языкам, так и по восточным языкам. Уже 5-я по счету идет в этом году. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вот конкурс олимпиады по журналистике тоже, которые дают баллы, дополнительные баллы, как индивидуальные достижения. Вот республиканский конкурс «Вперед, ЮНКОР». У нас будет конкурс эссе по журналистике, дистанционная олимпиада по журналистике будет, конкурс видеорепортажей, конкурс учебных СМИ. Если вы обратите внимание, что они будут проводиться где-то весной, в марте и апреле. Вот конкурс олимпиада по прикладной филологии. Тут у нас есть конкурс начинающих переводчиков. Вот только что прошел конкурс, столько было работ, очень интересное направление. Кружок у них есть, юный экскурсовод, проводятся мастер-классы, тоже выдаются дипломы и сертификаты. Задают вопрос, а кем же мы будем работать по окончании обучения? Вот. Выпускники по направлениям подготовки филология, прикладная филология, педобразование. В основном у нас работают экскурсоводами, гидами, репортерами, копирайтерами, переводчиками, референтами со знанием иностранных и восточных языков. Наших очень охотно берут гидами-переводчиками в туристические компании, в гостиничные комплексы. Работают менеджерами по туризму. Также работают специалистами информационно-аналитических работ. Ну, также, естественно, работают учителями, преподавателями родного, восточных языков. Также
подрабатывают даже во время обучения в университете воспитателями, гувернерами. Ну, естественно, выпускники по направлению подготовки журналистика работают, естественно, журналистами, редакторами, корректорами. Есть такая профессия медиа-менеджер, медиа-маркетолог, такие востребованные специальности. Ну и работают секретарями-референтами. Некоторые уже стали блогерами. Выпускники по направлению подготовки востоковедения африканистика. Первая эта специальность – это переводчик. В основном работают переводчиками, экспертами, референтами работают. Некоторые по окончании обучения остаются здесь в магистратуре. Здесь у нас в Башкирском государственном университете есть своя магистратура по востоковедению и африканистике. А некоторые выезжают за рубеж на магистерские программы. Вот у нас на факультете хорошо работает международное сотрудничество. Мы работаем, успешно сотрудничаем с ведущими университетами мира. Вот на данный момент у нас несколько студентов находятся за рубежом, обучаются в Китае, в Корее. Это для нас нормальное явление для нашего факультета. И обратите, пожалуйста, внимание, студент, обучающийся на нашем факультете, независимо от отделения, то ли он будет журналистом, то ли востоковедом, то ли филологом или педагогом, они все имеют право выезжать за границу и, оплачивая только затраты на дорогу, бесплатно обучаются в Китае, Корее. Обучение, проживание обычно китайская сторона берет на себя, мы их направляем туда. Китайские студенты приезжают к нам на обучение. Вот смотрите, это китайские университеты: Лянинский, Наньшанский университет, Восточно-Китайский университет, Цзятун, Цзимийский университет. Наши студенты ежегодно проходят там стажировку, проходят обучение по программам включенного обучения. Вот в Турции обычно наши обучаются, в Корее. Мы активно сотрудничаем с культурным представительством посольства Ирана в Москве. Наши студенты выезжают на Олимпиаду, принимают самое активное участие. Вот смотрите. Естественно, наши студенты, как и вся молодежь, любят приятное совмещать с полезным. Вот они тут и загорают, и купаются, и одновременно обучаются. Вот в Анкаре наши студенты получают сертификаты, дипломы. И вот посмотрите-ка, Российско-Китайский молодежный форум. 19 год, это еще было до пандемии. Вот Царипова Айгузель, наша девочка, башкирка, которая вот выезжала, и ей дали право выступить от имени всех российских студентов на таком мероприятии. Это очень даже авторитетно. Вот наши стоят с нашими флагами и выступают от имени России. Вот наши выступают в Лянинском университете. Как вы видите, они в национальных костюмах, в русских национальных костюмах. Вот они отдыхают. Ну, вообще студенты, которые выезжают за рубеж, у них обучение где-то с 9 утра до 12 дня. А вторая часть дня у них как бы нацелена на самообразование, то есть они выполняют домашние задания и в то же время активно путешествуют по всей стране. Благо у них для этого есть возможности. Вот они принимают на различных мероприятиях участие. Красотище какое. Вот Тегеран, Иран. Наши получают дипломы в Тегеранском университете. Это Корея. Вот на данный момент сколько у нас студентов. Некоторые обучаются в онлайн-режиме, а многие поехали туда. С Кореи нам они передают привет. И вот в отличие от других университетов, наш университет дает возможность получить европейское приложение к диплому. Что это такое? Даже выпускники по желанию могут получить такое приложение, которое дает возможность признания диплома в странах Евросоюза.
Они могут без проблем продолжить обучение в странах Евросоюза, даже перезачитываются им некоторые дисциплины, без проблем устраиваются на работу в странах Евросоюза, и при этом им делают ускоренную процедуру признания квалификации и устраиваются на работу в иностранных компаниях, которые имеют представительство в России. Это тоже очень даже неплохо. Ну, естественно, студенты умеют и учиться, и отдыхать. Вот у нас есть литературные кружки, есть различные у нас секции работают по вокалу, есть кружок гитаристов, кураистов. Вот наша студенческая весна. В основном наши студенты принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся на базе нашего университета. Да и не только университета, но и во всей республике. Вот какие они красивые, активные. Вот наш фестиваль восточной культуры и поэзии очень красочный, яркий. Там принимают участие не только представители нашего факультета, приходят со всех факультетов, от большинства вузов нашей республики. Вот, мы в этом году проводили республиканский фестиваль вот в таком формате. Согласитесь, очень красиво, очень красочно. Это наши студенты поют и танцуют. Вот наш Кимпеди Варнель, вы, наверное, наслышаны о нем. Наш темнокожий студент, который умеет петь и по-русски, по-французски, и даже по-башкирски. Он принял участие во всероссийском конкурсе «Иностранный студент года» и удостоился первого места на республиканском этапе. Вот мы встречаем гостей из Казахстана. Вот Корейский фонд в этом году к нам приезжала, корейская делегация. Я вам по секрету скажу, мы в нашем университете хотим открыть центр корееведения, потому что очень много желающих абитуриентов изучать корейский язык. То есть студенты с удовольствием изучают корейский язык. У нас есть, кстати, вот насчет отделения востоковедения африканистики, у нас там преподают представители иностранных государств, то есть носители языка. Корейский язык преподает кореянка. У нас есть свои специалисты очень хорошие. Китайский язык преподает китаец. Это очень даже немаловажно для наших студентов. Это студенческие конкурсы, алло, мы ищем таланты. Вот как красиво. Очень ярко, красочно. Студенты, в принципе, умеют отдыхать. И вот ежегодно наши студенты становятся стипендиатами регионального, всероссийского уровня. Уже 2 года подряд наши студенты становятся стипендиатами всероссийского уровня. Наши журналисты уже 2 года подряд стали стипендиатами имени Вознесенского. Ежегодно как минимум 3 наших студентов получают грант имени Мустая Карима, знаменитого выпускника Башкирского государственного университета. Это тоже как бы и финансовая помощь, и всеобщее признание. Вот они, стипендиаты, грантообладатели этого года. Вот аспирант стал лауреатом стипендии главы Республики Башкортостан. Он выпускник магистратуры нашего факультета, продолжает обучение в аспирантуре в этом году. На следующий год выходит на защиту. Вот стипендиат имени Солженицына, наша магистрант, удостоилась данной стипендии. Вот Вознесенского Айсулу Даутова, наша поэтесса. Вот 100 тысяч рублей получили сертификат на Всероссийском фестивале в городе Москве. Наша выпускница Айзеля Мулюкова. И вот мастер-классы учителей и практиков для студентов. Учитывая то, что наши студенты, некоторая часть наших студентов в будущем все равно связывают свою жизнь с преподавательской деятельностью, мы активно привлекаем практикующих журналистов для проведения мастер-классов, лекций для наших студентов.
У нас есть возможности для проведения как онлайн, так и в офлайн режиме. Такие мероприятия проводятся. Ежегодно наша команда, наша факультетская команда становится победителем Всероссийской олимпиады с международным участием по тюркским языкам. Эта олимпиада проводится в Горно-Алтайске, Республика Горный Алтай. Ежегодно также организовываются диалектологические и фольклорные практики. Вот здесь наши студенты находятся в Бурзянском районе. Так, что мы еще? Мы даже не представились, уже в конце, наверное, хотя бы представимся. С вами ответственный секретарь приемной комиссии нашего факультета Лилия Баиковна Абдуллина и я, декан этого факультета Гульфира Рифовна тоже Абдуллина. Может, какие будут вопросы? Мы можем видеть? Нет, да? Чувствователь 9. Что-то пишут. Угу. Угу. Так. Где в дальнейшем могут работать и кем могут работать студенты по направлению востоковедения африканистика? Это, наверное, вопрос был задан уже в начале нашего выступления. В принципе, мы уже ответили на этот вопрос. В первую очередь работают переводчиками. Также могут работать в банках, потому что некоторые банки теперь требуют специалистов, которые в совершенстве владеют восточными языками. У нас еще в презентации, наверное, нужно добавить слайд, Лилия Баиковна, что на нашем факультете мы обучаем 10 языкам. 6 из них – восточные языки. Под термином «восточные языки» мы имеем в виду китайский язык, корейский, японский, арабский, персидский и турецкий языки. Вот все выпускники данного направления, они могут работать переводчиками, референтами могут работать, экспертами. Их обычно востоковеды и африканисты, которые обучаются на нашем факультете, уже подрабатывают во время обучения на нашем факультете. И журналисты также, кстати. Если кто находит работу по профилю обучаемому, мы им даем возможность спокойно подрабатывать. То есть совмещать учебу с работой. Так, Грузалина Тагирова пишет. Да, спасибо, если мы очень красиво выглядим в конце рабочего дня. Нет, конечно, вы только журналистов по республике готовите? Нет, конечно. Вот, если вы обратите внимание, мы в этом году ввели профиль журналистов, мы готовим еще с сознанием восточных языков. Вот на отделении журналистики у нас обучаются представители разных субъектов. К нам откуда только не приезжают. И, кстати, к нам стали уже переезжать студенты других вузов, даже столичных вузов. Поэтому это будет неправда, если мы скажем, что готовим журналистов только для нашей республики, только со знанием башкирского языка. Нет, конечно. Со всех уголков нашей многообъятной России к нам приезжают. Так, по практикам, правильный вопрос. Вот ведь наши абитуриенты какие, все знают. Без практики, естественно, невозможно готовить хороших специалистов. Это однозначно. Журналисты проходят практику в средствах массовой информации. В основном мы учитываем желания наших студентов. Если, допустим, студент приносит направление, хочет, допустим, в Хайбулинский район или хочет работать в пресс-службе нашего Министерства внутренних дел, мы все делаем по хотению, по желанию наших студентов. Где вы хотите пройти практику, там и будете проходить. Мы заключаем договор с этой организацией и направляем туда студентов. Охотно, не только во время наших длительной практики, допустим, в октябре, ноябре или в июне-июле, все студенты проходят практику, это называется производственная практика.
Кроме этого, мы еще вводим наших студентов, например, на телевидение. Башкирско-спутниковое телевидение охотно принимает нас. Россия-Башкортостан телеканал, мы тоже их туда вводим. В принципе, практика очень хорошо организована на нашем факультете. А востоковеды и африканисты, мы их обычно по школам не водили. Они проходят практику в Национальном музее, в Национальной библиотеке имени Заки Валиди, в Институте истории языка и литературы, бюро переводов. Ак-Йорт обычно нас очень приглашает и охотно принимает. Журналисты вот там и проходят практику. Так, Кутузов нас приветствует, мы тоже приветствуем тебя. Так, группы на направлении востоковедения делятся по изучаемым языкам. Да, Динара, я ведь не забыла сказать об этом. Как мы делим на группы? Вот в основном на сегодняшний день у нас 2 основные восточные подгруппы. На втором курсе 3. Абитуриенты приходят, уже при подаче документов мы у них спрашиваем, какой же язык ты хочешь изучать. Все это делается исходя из желания студентов, абитуриентов. Например, как я уже говорила, обучаем 6 восточным языкам, делим основные восточные группы. Например, китайская подгруппа первая, вторая подгруппа это корейская, третья подгруппа это, например, японская подгруппа. Это первый восточный язык, который наш студент будет знать на зубок. Наизусть даже будет знать язык. Допустим, если ты обучаешься в китайской подгруппе, ты очень хорошо, на отлично будешь знать китайский язык. Далее мы даем право выбора студентам выбрать второй восточный язык, который вы уже будете знать на уровне, например, 4. Например, ты сидишь в китайской подгруппе, у тебя основной язык будет китайский. Второй восточный язык, ты, например, выбираешь, пусть это будет, может быть, корейский язык. А оставшиеся 4 языка из 6 ты же будешь изучать в форме факультативов или, как они называются, или дисциплин по выбору. По окончанию учебы у каждого студента отделения востоковедения и африканистика есть прекрасная возможность знать 6 восточных языков. Некоторые из них вы будете знать на примитивном уровне, как вы захотите, а некоторые уже будете знать очень хорошо, на отлично. Кстати, у нас на факультете хорошо организованы курсы дополнительного образования, есть языковые курсы. Если есть желание у нашего абитуриента, у нашего студента, 1 год ты можешь изучать, например, дополнительно французский язык, 1 год английский, далее японский, арабский, персидский, турецкий и так и далее. Там такие символические цены, зато по окончании этих языковых курсов у вас будет на руках удостоверение о прохождении языковых курсов. Мы еще предоставляем право прохождения курсов переподготовки. Что это такое? При окончании курсов переподготовки у вас уже на руках будет диплом о переподготовке, который вам дает право заниматься или преподавательской деятельностью, в основном просят, или переводческой деятельностью. Благо, этими курсами у нас руководят преподаватели нашего факультета, они все под боком. Все 10 языков, которые изучаются на нашем факультете, при желании студента, абитуриента, мы можем предоставить курсы. Так, Диана спрашивает, где проходит практику востоковеды, например, по корейскому языку. По корейскому языку мы предоставляем право прохождения практики в бюро переводов Ак-Йорт в основном. Авторский, да, бюро авторских переводов есть у нас. Есть наши уже, скажем так, апробированные места практики. Не по теме, а просто интересно, какие восточные языки вы сами знаете на отлично. Если вопрос задан мне как спикеру, я декан этого факультета, я уже говорила, что на нашем факультете реализуются 4 направления обучения. Это филология, журналистика, востоковедение, африканистика и педагогическое образование. Как декан я практически не веду занятия, но я специалист по тюркским языкам. Я доктор наук и профессор.
К восточным языкам я не имею никакого отношения. Я руковожу учебным процессом, я руковожу научным и организационно-техническими процессами, которые возникают на нашем факультете. А специалистов у нас достаточно. У нас никогда не было такого, что была нехватка преподавателей по восточным языкам. Лилия Баиковна знает арабский язык, если вопрос был задан ей. Так, Динара, скорее всего, студент уже нашего факультета, потому что сознанием дела уже задает вопрос. Тоже неплохо, что они нас слушают. Так, если в какую-то группу будет много желающих, а в группу с другим языком меньше, будут перераспределять или все-таки зачислят на изучение, там мягкий знак не нужен, Динара, на изучение того языка, запятая, ты пропустила, который выбрал абитуриент. Да, вопрос реальный. В наших восточных подгруппах, языковых подгруппах, должно быть хотя бы как минимум 8 желающих. Хотя бы 8. Языковые группы у нас небольшие. Естественно, очень большой поток желающих изучать китайский язык, большой поток желающих изучать корейский язык. В этих подгруппах их набирается даже более 15. Да, Лилия Байковна, если не ошибаюсь? Да, есть и большие группы. Здравствуй, Игорь. Нет, конечно, Игорь. Я уж по твоему имени вижу, хотя фамилия Хабибуллин не обязательно. Не обязательно знать башкирский язык при поступлении на журналиста. Башкирский язык изучается на всех отделениях в течение 1 семестра на примитивном уровне. Допустим, журналистам объяснят некоторые моменты, касающиеся там наименования, например, средств массовой информации, такие элементарные этикетные выражения, которые вы можете использовать при, допустим, при интервьюировании или там при каких-то встречах, теле- или радиопередачах. Совершенно не обязательно знать башкирский язык. Что-то мы пропустили, да? Так, Диана спрашивает, какие-то бесплатные языковые курсы, где на них можно записаться. Для школьников у нас языковые курсы начались в ноябре месяце, даже в октябре месяце. Но если вы их догоните, в принципе, можете, конечно, присоединиться. Информация у нас содержится во вкладке нашего факультета. На сайте есть. Так, вопросов нет еще. Давайте поактивнее, кто нас слушает. Так, Динара спрашивает, если имеется высшее образование, поступление происходит по результатам вступительных испытаний в самом университете. Да, конечно. Выпускники среднепрофессиональных образовательных учреждений, то есть колледжей, и выпускники вузов сдают наши вступительные испытания в форме в основном тестирования на базе Башкирского государственного университета. Но если у вас сохранились результаты ЕГЭ, которые еще действующие, вы можете предъявить и эти результаты, как обычно. Может, вы что-то добавите, Лилия Байковна? Может, что-то мы упустили? А у нас же есть, да, вы пока, уважаемые абитуриенты, готовьте свои вопросы, мы с удовольствием ответим. Пока давайте на несколько минут мы ролик запустим. Послушайте наших студентов. Во время учебы ты сможешь изучить углубленно корейский, китайский, японский, персидский, турецкий, арабский, а также сможешь познакомиться с их культурой, историей, полностью погрузиться в эти вот страны. Если ты будешь хорошо учиться, то сможешь поехать даже по обмену туда учиться. У нас проходят лекции не только вот в квадратных стенах аудитории, мы выходим за ее пределы. Мы ходим по Уфе и строим свои маршруты, чтобы впоследствии продемонстрировать их студентам нашего факультета, студентам не нашего факультета, иностранным студентам. Каждая пара абсолютно, она какая-то своеобразная, она необычная, она с новым подходом. На простых элементарных примерах, то есть на пальцах, нам объясняли сложные вещи, и так делает абсолютно каждый преподаватель в БГУ. Это
немаловажно. За время учебы студенты могут раскрыть себя с разных сторон, то есть развиваться в сфере перевода, в сфере вообще филологии. Филология, она же очень обширная, и они могут развиваться в разных структурах филологии. К нам приходят разные дядечки, тетечки, которые очень интересны. Мы знакомимся, берем друг у друга контакты, а потом пишем им, говорим: здравствуйте, я журналистка, начинающая журналистка, вы можете мне помочь? И он говорит: конечно, я помогу вам. И это очень классно, потому что у нас изначально есть какая-то база. Я думаю, что университет в целом про то, чтобы знакомиться, про то, чтобы набирать себе базу контактов. Я могу работать в сфере туризма, в гостиничном деле, я могу быть аналитиком, я могу работать гидом-экскурсоводом, переводчиком. Мы по итогу будем знать как минимум 4 языка. Английский как основной, по выбору турецкий, китайский, арабский. Наша группа, например, выбрала турецкий и китайский, но я изучаю и то, потому что мне прикольно. И еще у нас на 4-м курсе добавляется немецкий. После выпуска ты сможешь работать переводчиком, в политику работать или куда-то гидом, работать в редакции, в СМИ. Очень много направлений, куда ты сможешь потом дать свои знания о восточной стране, о восточных знаниях. Тьюторами, пиар-менеджерами, менеджерами в разных компаниях, в пресс-службах разных компаний, в сфере СМИ, в редакциях и так далее. На нашем факультете возможностей много. Ну, например, я, скорее всего, буду вот как раз-таки идти по тропе журналиста. Благо, у меня уже есть предложение по работе, только потому, что я знакомилась. У нас проходят разного рода стажировки. Мне предложили работу в Крыму. Я работала в 4-звездочном отеле в Крыму, в городе Алушта. В мои обязанности, например, входило бронирование номеров, работа в программе Shelter, регулировала какие-то конфликтные ситуации, отвечала на входящие звонки и делала исходящие звонки. По итогу мне дали сертификат, который я впоследствии могу предложить работодателю и сказать: я крутая, я знаю, как это делается, меня надо брать. Тебе стоит поступать на наш факультет, если увлекаешься, например, корейской культурой, как сейчас это очень популярно, китайской, японской. Если ты готов посвятить себя полностью изучению этих стран, этих языков, этой культуры неизведанной. И если ты, конечно, грезишь мечтой о том, чтобы туда поехать, возможно, остаться там жить, тебе обязательно нужно поступать к нам. Абитуриентам стоит поступать на факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики, если они хотят быть в центре внимания СМИ республики, и не только, если они горят желанием интересоваться литературой, если им нравится весь этот движ, который происходит в универе. В нашем университете каждый день происходят какие-то мероприятия, практически на каждом принимаем участие. Знакомимся с разными представителями средств массовой информации, то есть мы уже здороваемся, если мы видимся, мы уже знакомы, то есть это очень здорово. Если вы хотите развиваться разносторонне, если вы хотите брать возможности в свои руки, а не просто ждать их, вуз конкретно вам ничего не может преподнести на блюдечке, если только вы не будете работать. Чем больше ты нарабатываешь вот эту вот практику и опыт во время учебы, тем легче тебе будет в дальнейшей жизни. Девочки и мальчики на первом даже курсе улетали в Турцию работать трансферным гидом. По итогу ты не мечешься в стороны: ой, я хочу туда, я хочу сюда. Ты уже понимаешь и осознанно идешь к своей цели и поднимаешься по карьерной лестнице вверх. Это здорово. Мы же нас слышно, да? Так, уважаемые абитуриенты, их родители, заинтересованные лица, есть ли у вас еще вопросы? Вот, вашему вниманию наши координаты. Всю информацию по интересующим вас направлениям подготовки можете найти на сайте Башкирского государственного университета во вкладке нашего факультета. Обращайтесь, мы всегда на связи.
еще я не назвала общее количество студентов. У нас обучаются около 800 студентов. Это очень большие цифры для нашего факультета. Из них где-то около 200 студентов башкирского отделения, остальные обучаются на других направлениях. И все мероприятия мы ведем на разных языках. Так, Динара спрашивает, результат ЕГЭ 2018 года считается действующим? Да, пока еще считается, Динара. Вы можете выбрать, допустим, по ходу посмотрите, будете сдавать документы. Если вы по конкурсу проходите по результатам ЕГЭ, вы можете предъявить результаты ЕГЭ. А если более рассчитываете на результаты тестирования, тогда можете показать свои знания в форме тестирования. Для нас разницы нет. Так, уважаемые абитуриенты, на этом мы, наверное, завершаем сегодняшнюю встречу. Спасибо за обратную связь, спасибо, что нашли время, зашли, познакомились с нами. Мы рады встрече. До свидания. Всего вам доброго.